на еўрарадыё стартапніца. Гэта значыць, мы будзем абмяркоўваць IT-індустрыю бліжэйшыя 35 хвілінаў у студыі Павел Свердлоў і Юлія Няхай. Прывітанне, Юлія. Прывітанне. З намі на сувязі Дмітрый Цітоў, чалавек са складаным лёсам, IT-журналіст, вучыўся на гуманітарным факультэце БДУ, працаваў на тэлебачанні, але пасля апынуўся ў парку высокіх тэхналогій, глядзеў на ўсё гэта знутры, на пасадзе кіраўніка піар-аддзела, але ў сакавіку звольніўся, каб развіваць свой праект на YouTube, а апынуўся ў выніку ва Украіне. Прывітанне, Дмітрый. Привет, ребят. Рад видеть вас на фоне Троицкого предместья. Такі у нас шлях такі. Дмітрый, першае, што хочу запытацца, у Беларусі і не толькі ў Беларусі, у прынцыпе, ва ўсім кірылічным свеце, вось гэта як ва Ўкраіне стала такой пужалкай, да? А вы што, хаціце як ва Ўкраіне там, да? З іншага боку, ва Ўкраіну пераехаў Дмітрий Алейнікаў, адвакат і адзін з аўтараў дэкрэта аб лічбавай эканоміцы беларускай, каб ствараць нейкі аналаг беларускага парка высокіх тэхналогій там, з чаго мы можам зрабіць выснову, што хутчэй за ўсё ж такі не так-то ўсё і страшна там в этой Украіне, да? Вось вашыя ўражанні як чалавека, які са спакойнай, ціхай, стабільнай Беларусі пераехаў ва Украіну. Як там увогуле ўсё і як там айтишечка? Смотрите, когда говорят, вы хотите как в Украине, в итоге так получается, что Украина, пока у нас идут всякие волнения, вырывается потихоньку вперед и хочет семимильными шагами шагать в сфере IT. Поэтому мы скорее наговариваем на себя, хотите как в Украине, скорее скоро будем ориентироваться на Украину, если будем много разговаривать и говорить вот таких вот громких фраз. Мне кажется, что сегодня Украина переживает такую же волну, которую мы в IT переживали несколько лет назад, когда у нас был хайп на декрете ПВТ 2.0. Сегодня это связано с таким проектом, как Dia City. Если говорить простым языком, это очень похоже налоговая система, налоговые преференции, такие как в парке, и ее планируют принять и утвердить в конце этого года. Поэтому движуха хорошо развивается. В сентябре этого года в Украине было рекордное количество подано вакансий, около 6 тысяч. То есть IT-компаниям нужно было около 6 тысяч вакансий, и это рекорд, такого не было последние 3 года. То есть даже цифры говорят о том, что IT тут движется семимильными шагами. А можешь еще немножко подробнее рассказать все-таки про Dia City, эту концепцию, потому что декрет номер 8 это не только налогообложение, но и самое главное это зеленый свет для продуктовой модели IT-бизнеса. И по этой причине, собственно, огромное количество IT-компаний стали резидентами ПВТ и прочее. Вот ты как такой главный инсайдер ПВТ, а теперь наш человек в Украине, можешь как-то сравнить эти проекты и еще чуть больше рассказать про Dia City? Смотрите, вообще очень важный момент, который указан в Dia City, который, мне кажется, тоже надо будет брать теперь уже и нам на вооружение 100%, это защита от вмешательства силовиков в IT-компании на годы. То есть если ты вступаешь в Dia City, то тебе не смогут прийти какие-то силовые структуры, изъять компьютеры или начать какое-то против тебя дело. Это очень важно для рынка, как для белорусского, так и для украинского. Поэтому даже эта фишечка подтолкнет для вступления, в общем-то говоря, в этот виртуальный парк. Он же также будет виртуальным, и компании могут располагаться по всей территории Украины. Похожий экстерриториальный принцип. Плюс очень много интересных идей, которые вокруг этого еще крутятся. Допустим, приложение Dia, где ты можешь загнать, условно говоря, в свой смартфон паспорт или водительское удостоверение и вообще не пользоваться какими-то бумажными вообще в целом бумажками, не носить их с собой, а носить это все в смартфоне. Плюс они еще вокруг этого создают интересную такую штуку, которая называется e-резидентство.
тоже очень интересная вещь, которая уже довольно давно внедрена в Эстонии и позволяет иностранцам, позволит иностранцам, которые будут приезжать в Украину, буквально за несколько дней его оформить и открывать банковские счета, создать бизнес и платить налоги. Вот очень такая интересная и прогрессивная штука. Плюс здесь, в Украине, существует такая тема, связанная с тем, что сотрудников IT-компаний оформляют, как правило, как ИП, как индивидуальных предпринимателей. Здесь это называется ФОП, потому что очень высокие налоги, если брать людей в штат. А благодаря ФОПу ты платишь налог в 5%. Вот, поэтому людей берут на субподряд. А если не брать на субподряд, то налогов насчитывается где-то около 40%. И в Диасите прописано, что, в принципе, налоги станут похожи на то, что сейчас есть у индивидуальных предпринимателей. Это 5% плюс 1,5% военный сбор и 22% единый социальный взнос. Вот, поэтому здесь пошли по примеру ПВТ. Ну, понятно почему, но потому что руку приложил один из, в общем-то, разработчиков белорусского декрета о развитии цифровой экономики. Плюс здесь также идет упор на продуктовую модель, потому что очень много аутсорса. Рынок в несколько раз больше, чем белорусский, 250 тысяч человек. В серой зоне, возможно, находится еще больше. И благодаря тому, что многие IT-компании могут перейти в легальное поле, количество сотрудников и вообще количество айтишников может увеличиться до 500 000. Вот. А IT-компании вообще там больше 3000 в Украине. То есть представляете, какой рынок. Вот. И плюс из-за того, что вот эти вот все ФОПы существуют, из-за того, что нужно сотрудников оформлять как ИП, очень тяжело взаимодействовать с международными компаниями. Им нужно постоянно разъяснять, что вот в Украине существует такая система, что это работает так вот. Поэтому было тяжело выйти и выходить вообще украинским IT-компаниям на IPO. Все в восторге тоже от того, что прописано и связано с международным правом, с английским правом. А пока так детально про эти инструменты вам рассказать не могу, но это по факту позволит общаться с IT-компаниями из Европы, из США и другими компаниями на одном языке, заключать понятные всем договоры и быстрее совершать сделки, что очень важно сегодня для IT-бизнеса. Вот. И самое важное, что в Министерстве цифровой трансформации Украины работают ребята, которые прям очень быстро двигают дела. Раньше планировали запустить эту площадку, налоговую систему в конце 2021 года. Сейчас они ускорились, и вот в конце 2020 прям планируют. Я думаю, что на это влияет и вообще пандемия, и в целом поэтому можно ускориться и вообще какую-то пользу привести для страны хотя бы в IT-отрасли. Вот, поэтому достаточно много факторов, которые влияют на то, что сегодня происходит такая новая волна в украинском IT, да и министр цифровой трансформации, самый молодой министр в Украине, которому, по-моему, 29 лет. О чем можно говорить. Молодежь двигает вперед и хочет избавиться от всяческой бюрократии, которой здесь, кстати, тоже немало. Не буду врать, тут тоже хватает, и тут могут гонять с одного ЖЭКа в другое какое-нибудь учреждение. Можно тоже долго собирать бумажки, в том числе для оформления. Надеюсь, что здесь пиар не будет опережать дела, и к концу года это примут. Но для этого также нужна политическая воля и президента Украины, и, в общем-то, вот этих всех молодых ребят, которые сегодня делают и продвигают IT. Вот. Если это все получится, то я думаю, что будут переезжать не только белорусы в Украину, но и там поляки, литовцы и другие айтишники. Неплохо звучит, да. Ну да, то бок Беларусь, яна губляе месца такого рэгіянальнага IT-драйвера
якім яна, ну, на маю думку, як жыхара Беларусі была, дзякуючы ПВТ, і Украіна імкліва так робіць крокі, каб якраз заняць яе месца, а ўлічваючы, што маштабы Украіны яны заўжды былі большыя, чым маштабы Беларусі. Колькі ў Беларусі, мне здаецца, 30 тысяч IT-спецыялістаў у галіне, вось па таких оценках, да? Там... 60, наверное, где-то. Ну, я больше 60, по-моему. 30 тысяч только у ИПАМа, по-моему. Ну, может быть. Ну, ладно, 60, окей. В Украине там 150, да, и некая частка у шэрай зоне. Хотя и у нас некая частка у шэрай зоне, так? И у іх усё як бы большее, масштабы большие, месца больш, умоўна кажучы, да, и у выніку яны могуць сапраўды стаць такой другой Беларусью 2.0, да? Ну, еще у них есть такой проект, я надеюсь, что Дима расскажет про него, Киево-Могилянская академия, которая сейчас стремительно трансформирует в IT-университет. То есть это тоже потенциальная кузница кадров, которая у нас не произошла. Вот, Дима, расскажи, пожалуйста, как выглядит эта трансформация? Я нават не чуў пра такое. Дарэчы, я ведаю пра тое, што ў Киеве ёсць Киева-Могилянская акадэмія, але мне гэта здавалася заўжды вельмі кансерватыўнай навучальнай установай. Ну, вось спытаем у Димы. Да, если кратко говорить, то я в Украине занимаюсь пиаром сразу по 3 направлениям. Мне вот как-то подфартило. Это и есть у нас такая Европейская ассоциация программной инженерии, которая объединяет много IT-компаний, крутых разработок внутри себя, дает им различные плюшки. Вот это по факту как такой бизнес-клуб. Также есть IT-компания PowerCode и IT-академия при этой компании, которая готовит айтишников. Вот. И мы в Европейской ассоциации программной инженерии подписали меморандум с Киево-Могилянской академией. Да, действительно, структура, можно сказать, такая с многовековой историей, по-моему, больше 400 лет этому университету. И у них есть факультет информатики, где деканы передаются уже там там целая династия деканов. Там сегодня деканом является сын декана, который был до этого. Мы придумали интересную штуку, и вообще сам этот университет и факультет информатики предложил классную штуку, которую нет, мне кажется, и в ближнем зарубежье, и в Украине, а которая популярна на Западе и в Америке. Она заключается в том, чтобы IT-компании могли заказывать свои разработки напрямую у IT-специалистов, у молодых IT-специалистов, грубо говоря, у студентов, которые сидят в самом университете. То есть, во-первых, это будет дешевле, чем в целом на рынке. Во-вторых, преподаватели и кураторы этих всех студентов дают голову на отсечение, что качество точно будет не хуже, чем у других IT-компаний. Ну и в-третьих, работу также будут контролировать менеджеры, которые есть в IT-компании. Тем самым университет будет получать деньги за свою разработку. Они предложили нам, вообще, резидентам нашей ассоциации, 2 направления. Это научные исследования, там machine learning, искусственный интеллект. И второе направление – это разработка мобильных приложений и сайтов. Вот. Во-первых, будет университет получать деньги за то, что, в общем, делают разработку. Во-вторых, как говорят сами люди на факультете, в Могилянке, давно уже пора отказаться от гособеспечения, от бюджетных денег, и чтобы вот таким образом университет зарабатывал, как это происходит в Америке, не нашел ты себе заказ, ну и тогда ходи без денег, условно говоря. Поэтому там все стараются, и, условно говоря, те же деканы, замы декана и как бы хантят и ищут проекты, под которые их студенты могут и получить практику, с одной стороны, а с другой стороны заработать деньги. В общем, такая история довольно очень интересная. Она меня просто тоже как-то поразила в хорошем смысле слова, и мы сейчас уже начинаем сотрудничество. Наша финтех-компания начинает отдавать один проект на разработку. Посмотрим, как это выйдет по качеству. Обязательно с вами поделюсь, когда уже будет первый результат.
Спасибо большое. Если честно, я просто думала, что это разные проекты. Вот именно IT-университет Могилянская академия и вот IT-университет, который развивает ваша компания. Но вопрос у меня по поводу вот этой вот Европейской ассоциации программной инженерии. Может, вот немножко рассказать о ней подробнее? То есть как давно появилась эта институция и каким образом вот продвигается украинская IT-отрасль вот в международном сообществе, поскольку, в принципе, ПВТ ведь на каком-то этапе тоже были такие цели и прочее, прочее. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее. У нас, я так понимаю, каких-то аналогов в Беларуси, я имею в виду, нету. Ну, у нас нема аналогаў і фразе замдэкана ханціт, мне здаецца. Вось тое, што як бы я пачуў, да, замдэкана ханціт. У нас наадварот усё пакуль што, да, у нас замдэкана ганяецца за студэнтамі, каб раптам не было чаго. Почему? Мне кажется, что, в принципе, на базе БГУИРа существуют кафедры и какие-то лаборатории, созданные совместными усилиями с IT-компанией и Ну, але ханціт все ж таки IT-кампанії. Ну, ханціт там... это, наверное, другой немножко подход. Да, я не ведаю нават. Зараз ізноў жа адлічаны... Офер предлагают. Магчыма, да. Студэнт, якога цяпер адлічылі з БДУИРа, яго б на якім-небудзь 5-м курсе заханціла б, я не ведаю, ёсць зараз 5-й курс? Ці ўжо 4 там курсы бакалаўры і ўсё. Ну, карацей, заханціў бы хто-небудзь, але не. Прабачце, што ўклініўся. Европейская ассоциация. Да. Да, если говорить о Европейской ассоциации программной инженерии, то давайте попробуем сравнить с чем-то, что есть в Беларуси. Ну ладно, хочу сравнить тогда, допустим... То есть не с чем сравнить все-таки. Ладно, возьмем бизнес-ангелов, но только в более широком представлении. Да? По факту это такой бизнес-клуб, но только для IT-компаний. Наша задача объединить максимальное количество интересных украинских IT-компаний и разработок, плюс не только объединить и сделать какой-то элитный клуб, а собрать максимально возможное количество интересных стартапов, средних компаний, крупных компаний, и не только в Украине, там, в Восточной Европе, в Европе и в США. Может быть, это будут даже выходцы из Украины, чтобы такая была интересная история. И продвигать IT-бренд Украины на Запад. Какие плюшки мы предлагаем? Смотрите, начиная от юридической поддержки, мы еще до того, как я приехал, ассоциация помогала с релокейтом специалистов из разных стран, в том числе из Беларуси. Это может быть юридическая поддержка, это может быть помощь в аренде жилья, даже предоставляли бесплатно рабочие места тем стартапам или айтишникам, которые быстро уезжали из Беларуси по политическим ситуациям или просто захотели переехать, они могли бесплатно прийти в офисы наших резидентов поработать. Это касается релокации. Также у нас есть закрытый бизнес-клуб инвесторов и такой закрытый телеграм-канал, где, в общем-то, происходит постоянная движуха, варятся, обмениваются заказами, опытом. И есть возможность у стартапов пропичить свои идеи и получить инвестиции и знания. Плюс мы начинаем сейчас развивать такую тему, как IT-туризм в Украине. Мы связались со всеми IT-кластерами, крупными IT-кластерами, которые есть в Украине. Это Львовский, это Харьков, это Винница, это Одесса. Мы знаем, что не только Киев, это вот как происходит в Беларуси, не только Киев, это центр IT, но и у них много кластеров. И сейчас придумываем IT-гайд для того, чтобы инвесторы смогли открыть у себя на смартфоне или получить какую-то брошюру и увидеть историю IT и вообще научную историю Украины на одном листе А4 и понять вообще, почему я должен инвестировать в этот рынок, почему я должен сюда приезжать и смотреть на другие IT-компании. Плюс мы также помогаем еще в пиар-продвижении. Насколько я знаю и понимаю, только компаний 15 крупных, которые есть сегодня в Украине, занимаются активно пиаром. А что же с другими? Другие могут спокойно идти работать на западный рынок, ничего не говоря, или просто не знать, как это делается. Мы
помогаем и предлагаем им становиться экспертами в СМИ. Мы даем возможность им поучаствовать на нашем YouTube-канале, который мы вот начинаем снимать с понедельника, наконец-таки. Вот. И к нам очень много сейчас СМИ начало обращаться, начиная от Reuters и заканчивая там пробизнесом, в том числе белорусским. Все эти вещи предоставляем. Короче, мы хотим, чтобы у нас дым шел с нашей ассоциации, чтобы максимально была польза. Не только бла-бла-бла, а чтобы рынок увидел пользу от нашей ассоциации и дальше развивался. В том числе вот IT-компания ассоциации помогала в разработке, допустим, приложения DIA, о котором я рассказывал. Вот. Постоянно участвуем в каким-то интересными активностями с Министерством цифровой трансформации. Вот. Делали хакатон для Луганской и Донецкой областей, то есть социальная составляющая тоже присутствует, плюс там финансовая грамотность. Короче, это огромный пласт. Наверное, если говорить в общем, то это такие функции белорусского парка высоких технологий, только без предоставления льгот. Льготы уже будут в Диасите, а мы позаботимся о прогревании такого мощного IT-комьюнити. Класс. Вот, Я особенно разулыбалась, когда ты сказал про IT-туризм. Ну, есть же такая фишка. Да, есть такое Да, дело. есть такая фишка, и даже была попытка развивать его в Беларуси, вот нашими с тобой стараниями. Да. Ну, и в Беларуси была идея попробовать создать IT-маршрут, чтобы вот гость, приехавший познакомиться с местной экосистемой, он и вокруг по возможности видел какие-то IT-штуки, ему было прикольно. Ну, такой сторителлинг, да. И с этим маршрутом было очень сложно, потому что у нас мало что диджитализировано, и как бы мало что можно показать, к сожалению. Насколько в этом смысле, кстати, прикольнее Украина? Здесь очень много компаний аутсорсинговых, да, но, я говорю, на продуктовую модель многие переходят, и есть примеры уже стартапов, которые, в принципе, направлены на Запад. Допустим, вот у нас соседи сидят, они взяли к себе под крыло компанию, которая занимается тем, что разработала специальный бокс такой, с помощью которого тебе не придется переключаться на разные мобильные сотовые операторы в других странах, если ты ездишь. То есть они заранее проговорили и договорились со всеми мобильными операторами разных стран, и там надо будет оплачивать какую-то, так понимаю, арендную стоимость за этот бокс, но ты можешь спокойно путешествовать. Для чего это нужно? Во-первых, это может хорошо там для журналистики иметь место, если ты переезжаешь с одной страны в другую, там, и тебе не нужно там переключать кучу сим-карт, покупать, чтобы прямые включения делать. Это интересная штука для тех, кто постоянно путешествует, чтобы там, не знаю, снимать блоги, что-то монтировать, да и вообще классная и уникальная вещь. Плюс, если говорить вообще в целом, тут, вот я говорю, повторюсь, не все сконцентрировано в Киеве, есть много достаточно успешных проектов в Одессе, в Днепре, во Львове, в Одессе вот есть прекрасная компания Riddle, которая делает довольно популярные приложения для App Store. Вот, но тут, конечно, нужно еще поработать с визуализацией IT, потому что, как я повторюсь, не очень много людей, не очень много компаний занимается пиаром. Ну, в этом будет заключаться одна из наших главных задач. И с помощью YouTube-канала, и с помощью каких-то фишечек мы планируем там визуализировать даже самую скучную компанию, которая там делает сайты под заказ. В каждой компании, я думаю, есть своя изюминка, будь то топ-менеджер или, не знаю, какой-то интересный заказ или разработка. Поэтому работа в этом плане еще предстоит. Не так много пиара в этом плане здесь сделано. Дмитрий, давайте вернемся до одной фразы, якую вы сказали хвіліну 15 таму. Вось. Вы уже забыліся, а я запомню, што вельмі важна тое, што робіцца ва ўкраіне, гэта забяспечваецца нейкім чынам, каб айцішніка ніхто не чапаў доўгі час, да, бяспека. Тое, у прынцыпе, што было ў Беларусі да апошняга часу, але пра што
ну цяпер тут ўсё ж таки ёсць вялікія сомневы у IT-бізнесоўцаў і што ў тым ліку штурхае беларусаў за межы Беларусі цяпер жыць і працаваць. Ну а ўвогуле вось вы ўпэўненыя ў тым, што магчымая ва ўкраіне такая сітуацыя, каб айцішнік адчуваў сябе бяспечна, таму што гісторыі пра тое, як там адціскаюць бізнесы, да, пра ўсякія разныя крымінальныя штукі, ну а пры там адным з папярэдніх прэзідэнтаў там і ледзь не на такім узроўні, да, гэта было развіта, яны гуляюць як бы па інтэрнэце і па свядомасцях. Што вы можете сказаць на гэты конт? Ці сапраўды украінскі айцішнік там у Кіеве, у Адэсе, ну неважна дзе, ва ўкраіне можа адчуваць сябе бяспечна? Нет, тут тоже хватает историй, когда приходят и люди в масках в офисы и какие-то там проверки устраивают мгновенные. Мне кажется, что тут до сих пор эта ситуация не отрегулирована, и в том числе поэтому решили такие прям жесткие меры ввести в этом DSCity, чтобы прям вот выжечь каленым железом все те вопросы, которые сегодня есть к силовикам, потому что тут, в общем-то, каждый сам за себя. Если принимают решение по локдауну, у нас тут ввели карантин выходного дня, в выходные дни там ни рестораны, ни бары не будут работать, то как бы не все могут быть с этим согласны, могут высказать там свои претензии, там львовские власти там из Днепра и сказать, что это мы будем закрывать. Он сейчас полностью ляжет на ресторанный бизнес. Точно так же выходит и с другими структурами, то есть там Минцифра и, может быть, там МВД, они не всегда пересекаются и взгляды, и поэтому нужно жестко это принять на законодательном уровне и дать развиться бизнесу. Вот есть компания, по-моему, SoftServe, которая украинская, туда вот тоже довольно недавно приходили силовики и были вопросы там и изъятия техники, насколько я понимаю. Вот, так что тут это тоже присутствует, и идеализировать ни в коем случае не буду, но надеюсь, что просто такие жесткие меры на законодательном уровне наконец-таки оттолкнут, уберут вообще какое-то силовое вмешательство от IT. И тогда, в общем-то, будет еще свободнее и интереснее здесь развиваться. То бок ёсць магчымасць узяць, вот як казаў в «Собачьем сердце» профессор Преображенский, вот дайте мне такую паперку, што вось, каб вось броня, да, каб ужо вось ніхто пасля яе не змог там прыйсці нешта зрабіць. Дзе гэта спроба гэта рэалізаваць? Мы тут очень все надеются на это, и самое главное, чтобы они сами в грязью в лицо не ударили и приняли это к концу года. Если дальше это будет все размазываться, перекладываться бумажка к бумажке, ну не в этом году, в следующем, тогда как бы IT продолжит работать, но степени доверия такого не будет. Поэтому тут очень важна очень степень принятия решения быстрого, потому что я, кстати, иногда замечаю, что пиар зачастую может опережать реальные действия. Тут, если может ничего не сделано быть, но написано уже в Фейсбуке в постах у многих. Поэтому ждем конкретных действий и надеемся, что тут тоже будет дано развитие IT, какая-то вот в легальное поле все это внесено наконец-таки. А вось у гэтага украінскага парка высокіх тэхналогій, да, у яго ёсць ну, праціўнікі нейкія ва ўрадзе, да? Ну, то бок ёсць тыя, хто кому не падабаецца, хто кажа, нет, не пішыце вось так, пішыце вось па-іншаму, да? Там, а як гэта мы не будзем прыходзіць туды з праверкамі, а з чаго ж мы там будзем карміцца, я не ведаю. Ну, такія сітуацыі там узнікаюць. Ну, таму што ў Беларусі, вось чым Беларусь адрозніваецца ўкраіны, у горшы насамрэч бок. Усё залежыць ад палітычнай волі аднаго чалавека. Да, вось вырашыў чалавек, што будзе ПВТ. Окей, ёсць ПВТ. Вырашыў, што будзе дэкрэт, усё ж такі прыняты. Няхай сабе паўгода праваляўся там недзе, да, на стале, але тым не менш, здарыўся дэкрэт. Да? Як там всё гэта абмяркоўваецца, спрэчкі нейкія ідуць, ці ўжо ўсё вырашана?
Ну, и тут хватает скептиков. Тут многие могут считать, что это там всего лишь пиар, и люди и IT-компании не будут вступать в эту DSCity, потому что, мол, ну, а зачем нам это DSCity, если мы вот по модели ФОПов будем работать, а если вступим в DSCity, то это по факту будет одно и то же, только вот немножко в другом легальном поле. Вот. Поэтому вот тут, как заявляли даже представители Министерства цифровой трансформации, никто ж не загоняет принудительно в этот правовой режим. Хотите — вступайте, хотите — нет, хотите — дальше работайте по ФОПам. То есть если, когда появится этот налоговый режим, от ФОПов не откажутся, можете работать дальше по этой системе, но если вы вступите в DSCity, вам будет не только там легче там как бы платить налоги, вам еще там вы будете пользоваться инструментами там английского права, вы будете там ограждены там от силовиков. То есть вот так вот. То есть скептиков тут очень много. Я считаю, что может быть там 50/50. Но и с другой стороны никто палкой не загоняет в эту DSCity, и сейчас они максимально, я смотрю, даже часто выпускают различные посты и общаются в прессе по поводу вообще преимуществ DIA. То есть разжевывают народу. Вот. Самый большой вопрос в том, что, типа, а что, типа, ну, ФОП, вот, налог платит там 5%. Ну, примерно такой же будет и в DIA-City. Но, как подчеркну, что помимо этого в DIA это будет много еще крутых других плюшек. А на мой взгляд, это все-таки перевешивает. Будем смотреть, как на это будет реагировать рынок. Тут же очень многие сразу любят покритиковать, наверное, как и у нас тоже, покритиковать, подлить масло в огонь, выйти на митинг быстрый какой-нибудь, вот, как это происходит, там, не знаю, около Конституционного суда, там, вот сейчас, или около Рады, когда в локдаун это сделали, там, выходят уже там рестораторы, начинают бить в кастрюле. То же самое и здесь, тоже очень много недовольных, но будем смотреть на практике. Хотим увидеть это на практике. Когда это будет на практике, тогда будет понятно вообще, нормально это или нет, или это просто как бы там, машина, которая вроде там запущена, но не до конца работает. Вот это, я думаю, что надо смотреть на практике. У нас еще есть час. У нас, мне здаецца, вельмі не шмат часу, ну, літаральна на одно пытанне, да? Ну, мне интересно, как Диме видится ситуация в Беларуси со стороны. То есть насколько мы удаляемся вообще от каких-то наших изначальных планов, амбиций и прочее. То есть я только в начале года насчитала около 5-6 акселераторов на всю Беларусь, да. То есть они только вот появились, и сейчас практически все они, собственно, и, ну, толком не работают, потому что сейчас вообще не про стартапы, не до стартапов. И вот, конечно, Украина очень вовремя пользуется, да, я сказала это, нынешней ситуацией, и мы как-то очень сильно, мне кажется, удаляемся. А вот как тебе все это видится? Ну, что сказать, даже если проследить по Фейсбуку, там, те люди, которые двигали идеи там, университета, IT-университета, понимают, что сейчас это уже идею точно не реализуешь в этом году и обратно не вернешь без каких-то там изменений без смены руководства, в общем-то, или там честных выборов. Поэтому я думаю, что на самом деле это огромные имиджевые потери для Беларуси, и я тут уже встречаюсь, не один раз встречался с некоторыми инвестиционными компаниями, которые переехали в Киев. О чем это говорить? Они могли быть в Беларуси и туда заводить каких-то инвесторов. Вот. Плюс там, активно планировали открывать различные STEM-классы там, в Беларуси. Ну, сейчас по факту точно не до пиара, не до маркетинга для белорусских технологий. И я думаю, что многие компании и многие топ-менеджеры довольно известные, хоть они не выходят в информационное поле и громко не заявляют об этом, но я думаю, что они отходные пути уже придумали или уже сделали для того, чтобы
где-то подстраховаться и в другой стране или открыться, или сделать свой офис, или перевести часть своих сотрудников. Это все еще возможно восстановить, но точно не репрессиями, силовыми методами и какими-то запретами. Вот. Если это будет продолжаться годы, то как бы по нарастающей, я думаю, будет утечка мозгов IT-специалистов. Все понимаем, что айтишники могут сесть и поехать там, в Литву, в Польшу, Украину, может, куда-то и дальше. Я знаю, что в Белорусском парке высоких технологий всячески за то, чтобы не было силового силовых методов решения вопросов. Но я думаю, что повлиять на ситуацию сейчас, наверное, они не в силах. Поэтому остается только ждать. Но вопрос в том, сколько ждать будут все эти айтишники и пребывать, наверное, в такой депрессивной ситуации в Беларуси. Потому что мне кажется, что вот когда ты находишься внутри, тогда как бы меньше и продуктивность, тогда меньше, не знаю, там даже количество заказов может уменьшиться, и не знаю, заказчик, который будет разговаривать с человеком из Минска, может, он как-то будет настороженнее относиться и 10 раз подумает, связываться ли с этой IT-компанией или нет. Поэтому я думаю, что будет утечка мозгов. Если это будет продолжаться долго, будет все больше и больше. Это очевидные, наверное, вещи. Я думаю, все это понимают, но не все об этом говорят. Хотя, в принципе, в информационном поле хватает там сейчас и постов в Фейсбуке и прочего. Ну, мне здаецца, што сітуацыя цікавая і трагічная, бо каб перастаць размаўляць з айцішнікамі і не толькі з айцішнікамі, а ўвогуле з усімі людзьмі з пазіцыі сілы, беларускія ўлады мусяць змяніцца. Але яны зараз, як мне падаецца, змагаюцца якраз за сваё права не змяняцца, заставацца тымі, кім яны ёсць, і адпаведна размаўляць з усімі так, як яны з усімі прызвычаіліся размаўляць. А пакуль гэтая сітуацыя разгортваецца, адбываецца, Украіна тым часам прадпрымае крокі дзеля таго, каб, як гэта сказаць, перахапіць у Беларусі сцяг айці-драйвера у нашым кірылічным рэгіёне, кірылічным плюс. Вось, і насамрэч пра гэта мы пагаварылі, хаця я думаў, што гэта больш будзе размова, ведаеце, пра такія бытавыя дэталі рэлакацыі ва ўкраіну, але насамрэч атрымалася па-іншаму і насамрэч атрымалася больш патрэбна, больш актуальна, чым проста там размаўляць пра украінскую бюракратыю і пра тое, ці складана там зняць кватэру у Кіеве айцішніку. Дзякуй вялікі. Дмітрый Тітоў, колішні прэс-сакратар парка высокіх тэхналогій, а цяпер супрацоўнік кампаніі PowerCode, так? І шматстаночнік, насамрэч, як я зразумеў па размове, быў з намі на сувязі з Кіева. Дзякуй, Дмітрый. Завяршаем стартапніцу. Да пабачэння. Юлія Няхай, Павел Свердло працавалі для вас таксама. Пачуемся праз тыдзень у наступную пятніцу, калі ўсё будзе добра. Да пабачэння. Пока.